Карамба ТВ представляет. Забудь про все то, что ты видел когда-то. Мы покорим тебя новым интернет-форматом. Кто-то из вас засиделся и уходить пора. Вы сдали бой заранее, это не ваша война. В первом выпуске выбор пал на кризис третий. Кто-то даже орал, это игра столетия. Так ли это? Обсудим и пройдем по основам. Снова запускаю в бой московский шторм. Наш герой Лоуренс Барнс, он же пророк, бывший глава отряда хищник, зверский жесток. На самотек не пускает дел, решает все быстро, чисто, со смыслом. Убийство за убийство, борьба с солдатами СЭЛ и цефалоподы. Война за энергию, очень секретные коды. Правда, не хочу рассказывать, что еще вас ждет, ибо интерес к игре просто пропадет. Пробежим по оружию, нового будет много. Такие как лук и сверхпушки цефалоподов. Разрывные электрические наконечники стрел дадут устроить в игре настоящий беспредел. Что насчет костюма, как обычно, два режима. Режим защиты и маскировки нам на выбор. Тактический визор обновлен и теперь внушает. Взламывает замки, ломает технику и разрушает. Геймплей хорош, затянет тебя как надо. Рядом с пророком и костюмом остальные стада. Нелинейный сюжет, можешь сам решить, как быть, с кем дружить, а кого убить. На высоких настройках графика просто прелесть. Свежесть в мире шутеров, когда другие приелись. Прорисовали все как надо, претензий не имею в этой сфере. Crytek по-прежнему отлично стелит. Звуки и музыка тоже легли неплохо. Грохот, скрежет, инопланетные вздохи. Схватка с боссами, саунд будет тоже в тему. На сцену всех создателей или в рамку на стену. Из минусов я выделю дико запутанный сюжет. На нет закрутили все и пустили в свет. Плюс по железу требования слишком злые. Надежды не питайте, если компы простые. На восьмерку оценил, в итоге кризис третий. Думаю, лучшая игра года ему не светит. Что держит первый выпуск тебя в напряжении? Это Red Game обзор, на других жалко времени.